В истории Третьего Рейха было много палачей, но даже среди них этот человек стоял особняком. Его называли повелителем смерти, черным иезуитом и архитектором Холокоста. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Человек, который превратил массовые убийства в государственную индустрию. Под его контролем находились миллионы солдат СС, гестапо, концентрационные лагеря и тайная полиция. Он обожал рассуждать о тевтонской верности, чести и готовности умереть за фюрера. Но когда над Берлином сомкнулось кольцо советских войск, этот железный вождь повел себя как самый обычный, напуганный обыватель. Как вышло, что человек, управлявший колоссальной машиной террора, закончил свои дни на грязном полу британского штаба, в чужой одежде и под чужим именем? Почему его не смогли спасти миллионы верных эсэсовцев? И какую роковую ошибку он совершил, которая выдала его самым нелепым образом? В этом специальном расследовании канала Forgotten History мы поминутно восстановим хронологию последних 23 дней жизни Генриха Гиммлера. Это история о страхе, предательстве, маскараде и неизбежном возмездии. Середина апреля 1945 года. Берлин находится под непрерывным обстрелом советской артиллерии. В подземном бункере под рейхсканцелярией Адольф Гитлер медленно сходит с ума, требуя от несуществующих армий деблокировать город. В это же время Генрих Гиммлер находится на севере Германии. Он уже не верит в победу. Более того, в его голове созрел безумный план. Гиммлер был убежден, что англичане и американцы — это прагматичные люди. Он считал, что после разгрома Германии неизбежно начнется война между Западом и Советским Союзом. А значит, союзникам понадобятся его структуры — СС, полиция и базы данных по борьбе с коммунизмом. Через шведского представителя Красного Креста, графа Фольки Бернадотта, Гиммлер начинает тайные переговоры с западными союзниками. Он предлагает капитуляцию Германии на Западном фронте, при этом заявляя, что на Восточном фронте немецкие войска продолжат сражаться против Красной армии. В этих письмах Гиммлер уже подписывается как временный глава Германии. Но Гиммлер недооценил союзников. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Гарри Труман наотрез отказываются вести дела с палачом. Они требуют безоговорочной капитуляции на всех фронтах. 28 апреля 1945 года. До самоубийства Гитлера остается 2 дня. Телетайп в бункере принимает сообщение шведского радио. Генрих Гиммлер вступил в переговоры с врагом. Свидетели вспоминают, что Гитлер впал в состояние неописуемой ярости. Это был удар в спину от того, кого он считал самым преданным. Верный Генрих оказался предателем. Гитлер немедленно издает свой последний приказ — лишить Гиммлера всех государственных и партийных постов, исключить из НСДАП и СС, а при встрече расстрелять на месте. Вместо Гиммлера новым руководителем СС назначается Карл Ханке. Но этот приказ уже ничего не мог изменить. Гиммлера не у кого было арестовывать. Машина СС была парализована. После смерти Гитлера 30 апреля, согласно его завещанию, новым главой государства становится гросс-адмирал Карл Дёниц. Свое правительство он разворачивает на самом севере Германии, в Любек-Фленсбурге. Именно туда, окруженный верными адъютантами и тяжелыми бронированными автомобилями, прибывает Генрих Гиммлер. Он все еще уверен, что его фигура незаменима. Гиммлер вваливается на заседание к Дёницу и требует пост министра внутренних дел или главнокомандующего новой полицией.
Он ведет себя так, будто за его спиной стоят миллионы штыков, а не дымящиеся руины. Но Дёниц и его министр Альберт Шпеер прекрасно понимали. Если они оставят Гиммлера в правительстве, союзники просто разбомбят Фленсбург, а их самих повесят без суда. 6 мая 1945 года Карл Дёниц вызывает Гиммлера в свой кабинет. Разговор был коротким и ледяным. Дёниц вручает Гиммлеру письменное уведомление об освобождении от всех должностей. «Ваша роль в этой войне окончена, Генрих. Ваше имя закроет любые двери для диалога с Западом. Уходите», — фактически сказал ему адмирал. Это был крах. Человек, который еще месяц назад мог одним росчерком пера отправить в газовую камеру 100 тысяч человек, оказался выброшен на улицу своими же соратниками. У него отняли власть, его лишили охраны. Отныне он мишень номер один. Оставшись без поддержки правительства Дёница, Гиммлер собирает своих последних верных людей в лесу, недалеко от Фленсбурга. Среди них были его личный врач Карл Гебхард, адъютанты Вернер Гротман и Хайнц Махер, а также несколько высокопоставленных офицеров СС и личные телохранители. Всего около 150 человек. Гиммлер толкает перед ними свою последнюю речь, но в ней уже нет прежнего фанатизма. Он призывает их раствориться в армии, ждать своего часа и пытаться выжить. На глазах у подчиненных великий рейхсфюрер начинает уничтожать свои собственные документы. Именно здесь начинается великий маскарад. Черный орден СС, который строился на принципах верности до гроба, самоликвидировался за несколько часов. Каждый спасал свою шкуру. Гиммлер понимал, что его лицо знает каждый ребенок в Европе. Его фотографии висели на каждом углу. Что делать? Первым делом он сбривает свои знаменитые усики под носом, снимает очки. На левый глаз он накладывает плотную черную повязку, якобы он раненый солдат. Но самое главное, ему нужно было новое имя. Среди вороха бланков и документов тайной полевой полиции его люди находят документы на имя Генриха Хитцингера. Кем был настоящий Хитцингер? Генрих Хитцингер был простым унтер-офицером, фельдфебелем тайной полевой полиции. За несколько месяцев до конца войны он был приговорен к смертной казни за пораженческие настроения и расстрелян. Его документы остались в архиве гестапо. Гиммлер берет эти документы, вклеивает туда свою фотографию, без усов и очков. Казалось бы, план идеален. Скромный солдат, уволенный по ранению, отсюда и повязка на глазу, пробирается домой в Баварию. Но Гиммлер совершил ошибку, свойственную закоренелым бюрократам. Он выбрал документы структуры, которая сама по себе являлась преступной. Дорога на юг через ад. 10 мая 1945 года Гиммлер и его спутники покидают Фленсбург. Чтобы не привлекать внимания, они разбиваются на мелкие группы. Сам Гиммлер идет в сопровождении двух гигантов – доктора Карла Гебхарта, известного своими преступными медицинскими экспериментами в концлагерях, и адъютанта Вернера Гротмана. Они планировали пройти пешком через всю Германию, с севера на юг, в Баварию. Расстояние сотни километров по территории, полностью контролируемой британскими и советскими войсками. Это были дни настоящего унижения для Гиммлера. Человек, привыкший к роскошным лимузинам, спецпоездам и загородным резиденциям, теперь спал в заброшенных сараях, питался сухими пайками и прятался в канавах при звуке пролетающих самолетов союзников. Его ноги были стерты в кровь, гражданское пальто покрылось грязью. За эти 2 недели он постарел на 20 лет. 21 мая 1945 года.
Троица добирается до окраин городка Бремёрферде. Перед ними река Осте, через которую переброшен мост. На мосту контрольно-пропускной пункт британской армии. В этот день на посту дежурили солдаты 196-го полевого контрольного подразделения Великобритании, а помогали им бывшие советские военнопленные, освобожденные из лагерей. Британцы были измотаны. Поток беженцев исчислялся тысячами. Обычных солдат вермахта часто пропускали вообще без документов, просто махнув рукой. Лагеря для пленных и так были переполнены. Если бы Гиммлер взял документы простого повара, писаря или пехотинца, он бы прошел этот мост за 2 минуты. Но в его кармане лежали новенькие, хрустящие документы тайной полевой полиции на имя Хитцингера. Свежие, четкие штампы гестапо и СД. Для британской контрразведки буквы GFP Гехайме Фельдполицай были сигналом «задержать немедленно». Эта организация входила в список автоматического ареста, как ветвь гестапо. Британский сержант Артур Бриттон смотрит на документы Хитцингера и говорит: «Вы задержаны для выяснения обстоятельств». Гиммлер пытается спорить, но его и его спутников уводят в караульное помещение. Спасительный план маскарада рухнул из-за излишней немецкой аккуратности. Задержанных переводят в специальный лагерь для допросов номер 031 в городе Люнебург. Их распределяют по баракам. Гиммлера никто не узнает. Без усов и очков он выглядит как ничем не примечательный, помятый мужчина средних лет. Но здесь включается психология диктатора. Гиммлер, который всю жизнь верил в собственное расовое и кастовое превосходство, не смог вынести условий содержания. Его посадили в барак к рядовым солдатам, кормили жидким супом, относились как к пустому месту. Его эго было ущемлено. Он искренне верил, что если он откроет свое настоящее имя, британские генералы тут же предложат ему кресло за столом переговоров, чистую постель и горячий ужин. Он решает прекратить игру в прятки. 23 мая 1945 года, около 19 часов. Гиммлер заявляет дежурному офицеру, что у него есть секретные сведения, и он требует встречи с комендантом лагеря, капитаном Томасом Селвистером. Селвистер неохотно соглашается принять грязного беженца. Вот как сам Селвистер позже описывал этот момент в своих рапортах. В кабинет вошел маленький, невзрачный человек, одетый в грязную гражданскую одежду. На его глазу была черная повязка. Он выглядел жалко. Я спросил его имя через переводчика. Мужчина молча подошел к столу, снял повязку с глаза, достал из кармана очки, надел их и тихо сказал: «Я Генрих Гиммлер». Селвистер сначала не поверил. Он приказал обыскать задержанного и немедленно вызвать офицеров контрразведки из штаба 2-й британской армии. В лагерь срочно выезжает полковник Майкл Мерфи. Гиммлера доставляют в дом номер 4 по улице Илзештассе в Люнебурге. Это была конспиративная квартира британской разведки. Полковник Мерфи приказывает провести жесточайший досмотр. Гиммлера заставляют раздеться догола, осматривают каждый шов его одежды, обувь, волосы. В его брюках находят одну стеклянную ампулу с темной жидкостью. Это был цианистый калий. Но Мерфи понимает, у нацистских бонз всегда есть дубликат. «Проверьте его рот», — приказывает полковник военному врачу, капитану Клементу Уэллсу. Гиммлер ведет себя спокойно. Он послушно открывает рот. Врач с помощью фонарика осматривает зубы. И вдруг замечает между коренными зубами нижней челюсти небольшой черный предмет.
Это была вторая ампула, спрятанная в специальной капсуле, прикрепленной к зубу. Врач кричит: «У него во рту яд!» и пытается засунуть пальцы в рот Гиммлеру, чтобы вырвать капсулу. В этот момент Гиммлер осознает: его не будут слушать, его не посадят за стол переговоров. Впереди только позорный суд, Нюрнберг, петля и объективы кинокамер всего мира. Секундная вспышка страха перед расплатой. Гиммлер резко отдергивает голову и со всей силы сжимает челюсти. Яд подействовал мгновенно. Гиммлер рухнул на пол, как подкошенный. Британские офицеры бросились к нему. Его переворачивали, пытались промыть желудок водой с солью, держали за язык, чтобы он не задохнулся, вводили рвотные препараты. Пол наполнился кровью и пеной. Палач миллионов умирал в конвульсиях, на глазах у брезгливо смотрящих на него врагов. Через 15 минут, в 23:14, капитан Уэллс констатировал смерть. Архитектор Третьего Рейха был мертв. Он ушел от человеческого правосудия, но не ушел от позора. Британские власти оказались в сложном положении. Что делать с телом? Если похоронить его на официальном кладбище, его могила станет святыней для будущих неонацистов. Если сжечь, прах могут развеять и устроить культ. Решение было принято в духе секретных операций. Через 2 дня, ночью 25 мая 1945 года, группа из 4 британских солдат вывезла тело Гиммлера в близлежащий лес Хеленталь. Тело было обмотано колючей проволокой и упаковано в простые армейские одеяла. Солдаты вырыли глубокую яму среди деревьев, сбросили туда остатки рейхсфюрера СС, засыпали землей и аккуратно уложили сверху дерн, чтобы место ничем не отличалось от остального лесного массива. Все участники захоронения дали подписку о неразглашении. Точное местонахождение могилы Генриха Гиммлера неизвестно по сей день. Чтобы до конца понять масштаб личности этого человека, давайте заглянем в самые темные уголки его биографии. Вот 7 фактов о Гиммлере, которые редко афишируют в учебниках истории. Факт 1. Палач, падавший в обморок. Человек, создавший лагеря смерти, физически не выносил вида крови. В 1941 году, во время поездки в Минск, Гиммлер присутствовал при массовом расстреле. Когда первые пули попали в жертв, брызги крови долетели до его плаща. Рейхсфюреру стало дурно, и его едва удержали от обморока. Именно после этого случая он приказал разработать более гуманный для психики палачей способ убийства — газовые камеры. Факт 2. Птицевод у руля террора. По образованию Гиммлер был дипломированным агрономом. В 1920-х годах он безуспешно пытался разводить кур на своей ферме в Баварии. Его бизнес провалился, но принципы селекции птиц он позже перенес на людей, создав расовую теорию СС. Факт 3. Мистика и черный замок. Гиммлер был помешан на оккультизме. Он превратил замок Вевельсбург в штаб-квартиру Черного ордена СС, где проводил тайные ритуалы, верил в священный Грааль и считал себя реинкарнацией средневекового короля Генриха Птицелова. Факт 4. Дневник убийцы. В 2016 году в Подольске, Россия, в военных архивах были найдены дневники Гиммлера. Их содержание поражает цинизмом. На одной странице он пишет, как одобрил уничтожение 1000 людей, а на следующей, как мило пообедал, сделал массаж и позвонил дочке, чтобы узнать о ее отметках в школе. Факт 5. Коллекция из людей. В личном кабинете Гиммлера находились элементы мебели, сделанные из человеческих останков. В частности, абажуры для ламп и стулья из человеческой кожи, а также книги, переплетенные кожей узников концлагерей. Факт 6. Двойник-миф.
Сразу после его смерти в Люнебурге возник устойчивый миф, что вместо Гиммлера яд выпил его двойник, а сам рейхсфюрер сбежал в Южную Америку по так называемым крысиным тропам. Однако экспертиза зубов и посмертные маски полностью доказали, что на полу умер именно он. Факт 7. Завещание которого не было. Перед смертью Гиммлер пытался передать британцам запечатанный пакет, в котором, по его словам, были директивы для будущего устройства Европы. Британский офицер просто выбросил этот пакет в мусорную корзину, даже не распечатав. Мир больше не нуждался в советах монстра. Смерть Генриха Гиммлера в Люнебурге до сих пор окружена завесой тайн, породившей десятки конспирологических теорий. Дело в том, что правительство Великобритании немедленно засекретило все медицинские отчеты, протоколы обысков и допросов Гиммлера сроком на 60 лет. Почему? Что такого скрывали союзники? Независимые историки, получившие доступ к части документов лишь в 21 веке, утверждают, британская разведка устроила Гиммлеру особый конвейер допросов. Существуют версии, что Гиммлера подвергли жесткому физическому воздействию, пыткам, чтобы узнать, где спрятано так называемое «золото СС», колоссальные богатства, награбленные в концлагерях и банках оккупированной Европы. Более того, некоторые исследователи, такие как британский историк Питер Патфилд, заявляют, что на самом деле Гиммлер не хотел совершать самоубийство. Его тайные переговоры с Черчиллем зашли так далеко, что Гиммлер слишком много знал о закулисных играх Лондона. Для некоторых высокопоставленных лиц в Англии мертвый рейхсфюрер был гораздо выгоднее, чем живой подсудимый на Нюрнбергском трибунале, способный заговорить. Однако официальный Лондон до сих пор опровергает эти слухи, настаивая на версии спонтанного самоубийства. Пока сам Гиммлер трусливо бежал по дорогам Германии, он бросил на произвол судьбы тех, кто был ему ближе всего. Как сложилась судьба тех, кто делил с ним последние дни? Его верный спутник, доктор Карл Гебхард, который шел с ним через мост в Бремерферде, не смог избежать петли. На Нюрнбергском процессе над врачами его чудовищные эксперименты над женщинами в концлагере Равенсбрюк были полностью доказаны. В 1948 году он был повешен. Второй адъютант, Вернер Гротман, отсидел несколько лет в лагерях для интернированных и позже спокойно жил в ФРГ, занимаясь бизнесом до самой смерти в 2002 году. Но самой трагичной оказалась судьба семьи Гиммлера. Его жена Маргарет и любимая дочь Гудрум, которую он ласково называл Пюппи, были арестованы американцами. Жена утверждала, что ничего не знала о преступлениях мужа. Дочь Гиммлера, Гудрун, до конца своих дней осталась фанатичной нацисткой. Она так и не поверила в самоубийство отца, заявляя, что его убили англичане. До самой смерти в 2018 году она возглавляла подпольную организацию «Тихая помощь» Штиле Хильфе, которая помогала скрываться престарелым нацистским преступникам от правосудия и оплачивала их адвокатов. Кровь главного палача Рейха продолжала пульсировать ненавистью даже спустя десятилетия. После окончания войны возник логичный вопрос. Почему Генрих Гиммлер, человек, обладавший колоссальными ресурсами и доступом к тайным каналам СС, не воспользовался так называемыми крысиными тропами (Red Lines)? Ведь именно через них сотни высокопоставленных нацистов, таких как Адольф Эйхман, архитектор депортаций, или Йозеф Менгеле, ангел смерти из Аушвица, смогли успешно бежать в Южную Америку. У Гиммлера были все возможности. В ведении СС находились поддельные паспорта католической церкви, паспорта Красного Креста и миллионы долларов в иностранной валюте. Так почему же он остался в Германии и бесцельно бродил по Нижней Саксонии? Историки объясняют это феноменом политической слепоты рейхсфюрера.
В отличие от Эйхмана или Менгеле, которые прекрасно понимали, что на родине их ждет только виселица, Гиммлер до последнего дня страдал манией величия. Он искренне не считал себя преступником. В его искаженном мире он был государственным деятелем, который выполнял тяжелую, но необходимую для Европы работу. Он до последнего момента верил, что Черчилль или Дёниц призовут его. А когда он, наконец, осознал, что стал изгоем для всего мира, все пути к бегству, порты и границы были уже наглухо перекрыты союзниками. Он просто опоздал. Генрих Гиммлер оставил после себя загадку для сотен психиатров и историков. Гитлер был харизматичным оратором, Геббельс — гением пропаганды, Геринг — роскошным и вальяжным маршалом. На их фоне Гиммлер выглядел как серая мышь. Низкорослый, близорукий, с тонкими плечами, он больше походил на скромного школьного учителя или бухгалтера, чем на лидера самой зловещей военной организации в истории. В его юношеских дневниках нет ни слова о жестокости. Он рос в набожной, благополучной баварской семье среднего достатка, любил читать, играл на загородных пикниках и переживал из-за плохих оценок. Так как же этот обычный человек превратился в чудовище? Ответ кроется в абсолютной, фанатичной исполнительности и бюрократизме. Гиммлер был идеальным исполнителем чужой воли. Он превратил убийство людей в сухую статистику. Для него уничтожение целого народа было не вопросом эмоций или ненависти, а производственной задачей, которую нужно выполнить эффективно и в срок. Ханна Аренд позже назовет этот феномен банальностью зла. Гиммлер доказал миру страшную истину. Самые ужасные преступления в истории совершают не безумные маньяки с пеной у рта, а тихие исполнительные чиновники в чистых кабинетах, которые просто выполняют приказы. То, что Генрих Гиммлер успел раскусить ампулу с цианидом 23 мая 1945 года, стало огромным разочарованием для союзников. Главный обвинитель от США на будущем Нюрнбергском процессе Роберт Джексон, узнав о смерти рейхсфюрера, в сердцах бросил: он лишил человечества главного судебного процесса века. Живой Гиммлер на скамье подсудимых в Нюрнберге мог бы раскрыть сотни тайн Третьего рейха. Он должен был во всех деталях, под прицелом сотен кинокамер, рассказать миру, как функционировал механизм уничтожения людей. Его смерть позволила многим его подчиненным на суде заявить: «Мы ничего не знали, все приказы отдавал лично Гиммлер, а он мертв». Бывшие генералы СС пытались сделать из него козла отпущения, обеляя себя. Но даже уйдя от человеческого суда, Гиммлер не смог обмануть историю. Его позорный финал в Люнебурге, в грязных кальсонах, на полу, под крики британских врачей, стал метафорой краха всего Третьего рейха. Они обещали построить тысячелетний рейх и заявляли о сверхлюдях, но в критический момент их вожди один за другим выбирали трусливый суицид в подземных норах и комнатах допросов. Смерть Гиммлера показала истинное лицо нацизма. За пафосными парадами, факельными шествиями и громкими лозунгами скрывался лишь первобытный, животный страх перед ответственностью за свои поступки. Говоря о Генрихе Гиммлере, невозможно обойти стороной его самое зловещее и странное детище — общество Анненербе, наследие предков. Это была единственная в мире государственная научная структура, создана исключительно для изучения оккультизма, мистики и поиска доказательств превосходства арийской расы. На этот проект Гиммлер тратил больше денег, чем США на создание первой атомной бомбы. Пока миллионы солдат гибли на фронтах, Гиммлер отправлял секретные экспедиции в Тибет, Антарктиду и на Кавказ. Он искал священный Грааль, копье судьбы и входы в мифическую подземную страну Агарту.
Рейхсфюрер СС искренне верил, что арийцы произошли не от обезьян, а упали на Землю в виде божественного космического льда. Но за этой безумной псевдонаучной романтикой скрывалась чудовищная реальность. Именно институты Анненербе заказывали у Гиммлера живых людей из концлагерей для своих экспериментов. Они замораживали заключенных в ледяной воде, испытывали на них биологическое оружие и ампутировали конечности ради научных отчетов. Гиммлер создал религию смерти, где ученые были жрецами, а миллионы невинных людей — жертвенным скотом. И то, что этот человек в итоге бежал, сбрив усы, доказывает. Все его оккультные теории о бессмертии и силе духа СС были лишь трусливым мифом. Благодаря рассекреченным архивам контрразведки, сегодня мы можем заглянуть в мысли Гиммлера в те самые 23 дня, когда он скрывался под именем Генриха Хитцингера. Его адъютант Вернер Гротман позже рассказал на допросах, о чем говорил и о чем писал рейхсфюрер в минуты отчаяния. Оказывается, Гиммлер вел небольшие путевые заметки. В них нет ни капли раскаяния за разрушенную Европу или сожженные концлагеря. Знаете, о чем переживал повелитель смерти? О своих болезнях. Гиммлер всю жизнь страдал от сильнейших спазмов в желудке. В своем дневнике он подробно описывал, как у него болит живот от плохой еды в укрытиях, как он замерз и как ему не хватает его личного массажиста Феликса Керстена. Человек, который одним росчерком пера обрекал на голодную смерть целые города, жаловался своему адъютанту, что британские самолеты мешают ему спать, а гражданское пальто слишком сильно натирает шею. Эта деталь показывает истинное лицо нацистских вождей. Они были невероятно жестоки к чужим страданиям, но становились жалкими и плаксивыми, когда дело касалось их собственного комфорта. Мало кто знает, но после того, как Гиммлер испустил последний вздох на полу в Люнебурге, британцы не просто закопали его. Они устроили телу покойного рейхсфюрера процедуру, которой он сам при жизни подвергал миллионы людей. Тотальное и циничное медицинское вскрытие. Британское командование должно было на 100% убедиться, что это именно Гиммлер, и зафиксировать точную причину смерти для истории. Тело перенесли на операционный стол. Военные патологоанатомы детально изучили каждый сантиметр его кожи, сделали посмертную маску из гипса и вырезали его мозг для дальнейшего изучения в лабораториях Лондона. Английские ученые хотели понять, есть ли в мозгу этого человека какие-то физические отклонения, которые превратили его в главного монстра 20 века. Спойлер, мозг оказался абсолютно нормальным, что делает его преступления еще более страшными. После вскрытия с телом Гиммлера обращались как с биологическими отходами. Его не омыли, не одели. Британские солдаты просто забросили изуродованные остатки некогда всемогущего рейхсфюрера обратно в военные одеяла. Человек, который бредил чистотой крови и расовым величием, закончил свой путь в виде препарированного экспоната на столе у тех, кого он считал низшей расой. Имя Генриха Гиммлера стало проклятием для всего его рода. У Гиммлера было два брата — Гебхард и Эрнст. Они не были причастны к массовым убийствам в такой степени, но их жизни были разрушены. Эрнст погиб в Берлине в мае 45-го, а Гебхард провел годы в лагерях. Но самый сильный удар пришелся на их потомков. Внучатая племянница рейхсфюрера, Катрин Гиммлер, родившаяся спустя годы после войны, написала потрясающую книгу под названием «Братья Гиммлер. История одной немецкой семьи». Она решилась на то, чего не сделала дочь Гиммлера — полностью признать и осудить грехи своего предка. Катрин вышла замуж за израильтянина, потомка узников концлагеря Аушвиц. Это стало высшей точкой иронии судьбы и триумфа справедливости.
Наследница человека, который пытался полностью стереть еврейский народ с лица земли, сегодня воспитывает детей, в чьих венах течет и еврейская кровь, и кровь Гиммлера. Жизнь победила смерть, а любовь уничтожила расовую ненависть СС. Человек, который мечтал очистить мир ради высшей расы, который уничтожил миллионы невинных жизней, закончил свой земной путь в чужой одежде с фальшивым именем расстрелянного дезертира. История перевернула эту черную страницу, оставив от Гиммлера лишь память о трусливом беглеце, который больше всего на свете боялся ответить за свои собственные преступления. Вы смотрели канал Forgotten History. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться этим видео. Напишите в комментариях, как вы думаете, справедливую ли точку поставила судьба в истории рейхсфюрера СС. До встречи в новых расследованиях.